Привет, меня зовут Эльдар. Про TikTok я узнал где-то в январе этого года. Тогда я просто скачал приложение, загрузил пару видео и удалил. То есть не придал какого-то этому значения. Затем, когда наступил карантин, в середине апреля я начал задумываться про личный бренд, про какой-то источник трафика, через который можно будет продавать какие-нибудь услуги либо товар. Я решил обратно скачать и начать снимать. Вот так получилось. Получается, я в конце апреля начал снимать. Я помню, 3 мая у меня было 1460 подписчиков. Сейчас около 530 тысяч. Ну, грубо говоря, за 2,5 месяца 530 тысяч подписчиков. Я выделяю 4 причины, почему контент-мейкеры выбирают именно эту платформу. Во-первых, потому что TikTok — это единственная социальная сеть на данный момент, которая дает трафик в огромном количестве совершенно бесплатно. То есть здесь можно набрать аудиторию, подписчиков, стать популярным, продвигать какой-нибудь свой мерч, либо свой музыкальный клип. Это первое. Второе, почему выбирают, потому что здесь очень удобный видеомонтаж, видеомонтажер, как сказать, такая функция, в котором можно вставлять крутые переходы, крутые эффекты, эмодзи и так далее. Там такие эффекты, что если бы ты захотел бы вставить этот эффект на компьютере, ты бы потратил полчаса-час. А там буквально за 10 секунд ты делаешь прям вот такое мощное видео. Третье, потому что в ТикТоке очень много маленьких, но очень крутых функций. Допустим, прямой переход в Инстаграм. Допустим, контент-мейкер может переливать трафик в Инстаграм и оттуда ее монетизировать. Также есть прямая ссылка, допустим, на сайт, где он также может продавать свои товары и услуги. Вот такие маленькие фишечки и заставляют людей, контент-мейкеров, переходить сюда. И в-четвертых, здесь очень удобный, простой и интуитивный интерфейс, который там и 40-летний человек, и 15-летний, и 5-летний ребенок разберется. Я думаю, вот поэтому его и выбирают. TikTok, я думаю, останется надолго. Есть несколько причин, потому что, во-первых, TikTok сделала самую лучшую концепцию, которой еще ранее не было. Это видеоконтент. Видеоконтент — это контент будущего, который уже пришел. Вы знаете, что у нас, у людей, клиповое мышление, то есть мы перестаем понимать, видеть какую-то информацию. Это еще называется эффект какой-то баннерной слепоты. У людей такое, что они любят динамику, что все менялось, что быстро это все разжевывалось и показать. Мозг не хочет быстро думать. И на примере Instagram вы видели, что в 2016 году они запустили Stories, и это был просто успешный проект. Даже сейчас люди смотрят только Stories и не выходят в ленту. И к тому же, почему TikTok в ближайшее время не пропадет? Потому что сюда входят огромные рекламодатели, люди мирового уровня, звезды, актеры. То есть у них есть свои маркетологи, которые им подсказывают. И не думаю, что эта соцсеть в ближайшее время погибнет. Также есть очень много крупных корпораций, такие как YouTube, ВКонтакте, Instagram, которые поняли, что концепция ТикТока, короткие видеоролики, она очень успешна. Поэтому YouTube создает свою такую платформу, которая называется YouTube Shorts. Она будет запускаться в октябре. Также Instagram запускает свою платформу. Либо это будет отдельное приложение, либо это будет внутри приложения Instagram, будет называться Instagram Reels. Она, кстати, уже работает, но в странах СНГ она не поддерживается. Также ВКонтакте внедрили эту систему. То есть, если другие огромные корпорации внедряют эту систему и хотят конкурировать, значит, эта система очень успешна. В ТикТоке, я скажу, довольно-таки часто банят те, кто не соблюдает правила сообщества. Как и везде, получается, если вы нарушаете какие-то правила, условно, неприемлемый контент, это может быть наркотики, алкоголь, какое-то насилие, жестокость. Это могут быть маты, возможно, какие-то оскорбления, жестокость. Если вы массово спамите, загружаете одни и те же видео, вас могут забанить. Вас могут забанить, если вы удаляете массово свои видео. Если вы используете чужой контент, выдаете за себя, вас также могут банить. Скажу, что банят довольно часто. У меня есть друг, которого тоже забанили. Это произошло совершенно из-за такой маленькой нелепой вещи.
Он просто надавил на жалость на людей, то есть сказал, что в этот день у него день рождения, и подпишитесь на меня. И TikTok это сочел за то, что это, ну, на жалость, да, давить, поэтому решил забанить этот аккаунт. Поэтому этот аккаунт забанен. Это называется теневой бан. Почему называется теневой? Потому что TikTok тебя не уведомляет, почему он тебя забанил. Поэтому это теневой. Есть очень много разных теорий, как выйти из этого бана. Кто-то говорит, там, 5-7 дней нужно ждать, кто-то говорит неделю, 3 месяца. Ну, каждого по-разному. Могут навсегда заблокировать. Да, я бы продолжил пользоваться ТикТоком, потому что не секрет в том, что нас окружает огромное количество приложений. Тот же самый Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ВКонтакте. И каждая из этих компаний каждый день собирает огромную информацию. Каждый день собирает информацию, которую они могут использовать в своих целях и передавать кому угодно. И это не причина не пользоваться всеми этими современными технологиями. Поэтому даже если эта информация правильная, я буду пользоваться. Ну, потому что есть стереотип в том, что это площадка для детей, для подростков, которые просто танцуют, дрыгаются и всячески поют. Но это просто стереотип, это огромная ошибка, потому что многие люди об этом пожалеют. Статистически в ТикТоке 43% пользователей это дети и подростки до 18 лет. То есть остальные 57% это пользователи взрослые, осознанные и платежеспособные. К тому же они думают, что тематика до сих пор здесь детская. На самом деле это ошибка, потому что сюда, как я сказал, входят другие специалисты. Вы видели, наверное, много маркетологов в ТикТоке, юристы, адвокаты, звезды, актеры тоже заходят в эту сеть. И ТикТок стал разноплановый. И самый плюс в том, что искусственный интеллект ТикТока работает таким образом, что любой человек, будто ему 10 лет, 20 лет, 50 лет, если он видит видео про маркетинг и лайкает его, то искусственный интеллект будет подбирать ему подходящие по его тематике видео. Если заходит маленький ребенок, лайкает какую-то игру, ему показывается игра. То есть TikTok удовлетворит потребности всех пользователей. Насчет Бишкек тусовок я, честно говоря, не знаю. Возможно, они есть, потому что, я не слежу за этим. Но если их нет, возможно, причина из-за того, что тиктокеров вообще мало, пока что, и тиктокеров с большим количеством подписчиков тоже мало. Возможно, они есть, я не знаю. Но с каждым днем я замечаю, что появляется очень много авторов с хорошим контентом, с хорошим посылом. Я думаю, в ближайшее время, это просто дело времени, тусовки у нас тоже будут. Да, в ТикТоке можно зарабатывать. Я выделяю около 4-5 направлений. Первый способ заработка в ТикТоке – это реклама чужих каналов, реклама чужих товаров и услуг. Второй способ заработка – это продажа своих товаров и услуг через ТикТок. И третий – это донаты с прямых эфиров, но не крайне эффективно, потому что они копеечные, и если у тебя нет 10 миллионов аудитории, донатов будет просто мало. Четвертое, скоро TikTok хочет внедрить монетизацию для пользователей. Говорят, в августе или в сентябре, я точно не знаю, возможно, будут запускать. Но есть еще некие другие способы заработка, о которых многие не знают. Это если вы талантливый человек, вы можете монтировать другим тиктокерам, вы можете писать сценарий другим тиктокерам, снимать их и так далее. Вот это основные способы заработка. 3 необходимых. Первое, я, наверное, выбрать правильный формат. То есть этот формат должен быть вкупе. Этот формат должен состоять из 3 частей. Первое, ты должен выбрать тот свой любимый формат, в котором ты хотел бы заниматься долгие годы, потому что TikTok это игра на долгосрок. Второе, ты должен выбрать такой формат, который будет давать какую-то ценность, какую-то пользу. И третье, если ты хочешь огромное количество аудитории, ты должен выбирать такой формат, который будет подходить и 40-летнему человеку, и 15-летнему человеку. То есть он должен быть понятен всем, если ты хочешь именно огромной большой аудитории. Это была первая причина. Второй компонент роста аудитории – это изучить алгоритмы ТикТока и изучить психологию пользователей, потому что это реально очень важно. Ты должен понять, как работает эта площадка и как твои же пользователи
будут тебя находить. То есть ты должен понять, какую картинку лучше ставить, какой звук лучше вставить, как сделать так, чтобы было максимальное удержание аудитории, потому что это самое важное в ТикТоке. И третий компонент, который позволит вам набрать аудиторию, это делать каждый день минимум 2-3 видеоролика и, соответственно, не сдаваться, идти до конца к своей цели. Вот эти все компоненты. Спасибо, что пригласили. Подписывайтесь на мой ТикТок и на мой Инстаграм. Всем спасибо. Пока.